Всем привет, уважаемые друзья, с вами турист выходного дня. И вы знаете, приезжая в Таджикистан, каждый турист хочет приобрести для себя удивительные сувениры. Они красивые, колоритные и невероятно яркие. А вот как они создаются, я сегодня покажу. Сегодня турист выходного дня отправляется в гости к Кадыру Эгамову, ремесленнику с 20-летним стажем. Он мастерски владеет росписью кундаль, а также традиционной росписью по дереву и керамике. В своей небольшой мастерской прямо на дому, среди красок и набросков, он создает свои шедевры. Как рассказал сам мастер, любовь к искусству у него появилась еще в детстве. Уже в 6 лет он отлично рисовал. Из 3 картин от детинства вот это сохранилось. В 6 лет, чтобы я так рисовал? Там был Ульянов Ленин и король футбола Центавентес до Насцимента Пеле. Из 3 этих только вот это сохранилось. Кстати, Кадыр до сих пор бережно хранит наброски своих работ. По ним можно проследить, как с годами он оттачивал мастерство художника. Как и много лет назад, все начинается с рисунка. Но, конечно, есть и другие тонкости. Ну, первым делом, конечно, идея. Чего нарисовать, как нарисовать, какую древесину использовать в этом деле. Когда мастер Кадыр создает деревянные фигуры, он обращается к специальной литературе, чтобы сохранить аутентичность стилистики и традиции. Но что касается образа персонажа и красок, здесь у художника полная свобода. Посмотрев, как работает ремесленник, я попросил устроить мне мастер-класс. Ну что, мне все-таки доверили нанести орнамент вот на эту деревянную болванку. Кадыр Ака мне сказал: давай, у тебя все получится, верь в себя. Да, это обязательно. Если долго мучиться, что-нибудь получится. Само собой. Как говорится, мастер, главное в этом деле – терпение. Честно признаюсь, роспись фигурок – непростое занятие. Оно требует усидчивости и мастерства, но взамен получаешь настоящий антистресс. Я попробовал нарисовать вот традиционные наши вот такие вот деревянные куклы. Но, друзья, угадайте, какая моя? Это или это? Это или это? Ну, понятное дело, что да, с первого раза это не получится, друзья, но лучше приобретайте у профессионалов. Честно, друзья, я не удержался и решил приобрести вот эти 2 фигурки. Они мне очень понравились. И, кстати, оплатил я их через мобильное приложение ICB банка. Это было просто, легко и удобно. Хотелось бы отметить, что мастер не ограничивается только фигурками. В его арсенале множество других работ. Расписные шахматы, посуда из дерева и керамики. А еще он владеет редкой техникой росписи кундаль и создает авторские орнаменты. В любом деле это большое желание. Большое желание, все получится. Потому что без желания у человека ничего не получится. Ремесленники Таджикистана, как Кадыр Эгамов, являются хранителями уникальных традиций и культуры. Их мастерство передается из поколения в поколение, а их работы всегда ценятся за свою аутентичность и качество. Сегодня эти мастера продолжают развивать и сохранять национальное искусство, вдохновляя новые поколения творцов. Первый микрофинансовый банк Таджикистана сменил свое название. Теперь он ICB – Инвестиционно-кредитный банк Таджикистана. Ну и в конце, друзья, хочу призвать, чтобы вы приезжали в Таджикистан, потому что здесь живут талантливые люди. И это я вам прямо сейчас докажу. Слушайте авторское стихотворение нашего героя. В череде ночей и дней порой мы забываем про наших матерей. Мать – это начало всех начал. Мать – это основа всех основ. Мать – это слава и богатство в нашем доме. Мать – это благополучие и согласие в наших сердцах. Мать – это нескончаемый океан милосердия и любви. Мать – это цветущий сад в моей душе. Мать – это свет моих очей. Она как яркая звезда, и в бушующем океане она моя путеводная звезда.